Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Греки коктейлями Молотова протестуют против реформ. Премьер-министр страны признал меры экономии слишком жесткими. Старый танк на новый лад. В Харькове модернизируют советскую технику под современные требования. Что может случиться с вами в тюрьме? Фильм «Стэнфордский тюремный эксперимент» выходит на экраны США. Начинаем с новостей из Праги. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я, Катерина Кочкина. Здравствуйте. Греческий парламент одобрил проект соглашения с международными кредиторами. Депутаты согласились на меры жесткой экономии, несмотря на результаты общенационального референдума, на котором греки сказали заемщикам «нет». У стен парламента в Афинах собрался многотысячный митинг против пакета реформ. Протестующие вступили в столкновение со стражами правопорядка. Они бросали в полицейских коктейли Молотова, а те в ответ применили слезоточивый газ. От здания парламента митингующие переместились на центральные улицы города и начали громить витрины магазинов и банкоматы. Задержаны более 30 человек. «Моя большая греческая солидарность». Жители Греции поддерживают и немецкие активисты. Участники движения против глобализации АТТАК митингуют у стен Европейского Центробанка. Как и жители Афин, они протестуют против мер бюджетной экономии, требуя пересмотреть соглашение, заключенное между греческим правительством и кредиторами. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас настаивает на том, что новые меры слишком жесткие и не помогут вывести страну из кризиса. Признаю, что это очень жесткие меры, и я с ними не согласен. Я не думаю, что они помогут греческой экономике, и открыто об этом заявляю. Но также я уверен, что мы должны их выполнить. За новые реформы проголосовало более 2/3 парламентариев. Среди тех, кто отверг законопроект, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. На прошлой неделе Варуфакис подал в отставку, чтобы не мешать переговорам правительства с кредиторами. Принятое без его участия решение экс-министра не удовлетворило, и он предпочел скрыться от журналистов. Я не голосовал против правительства, не голосовал, но и интервью я вам сейчас не дам. Сейчас Греция ожидает решения Европейского Центробанка о финансовой помощи. Банки в стране закрыты уже более 2 недель. Лимит на снятие наличных в банкоматах для населения установлен на уровне 60 евро в день. Достигнутое соглашение позволит Греции остаться в еврозоне, однако выведет ли оно страну из кризиса, неизвестно. Настоящее время продолжает следить за развитием событий. Командование украинского добровольческого батальона «Днепр-1» заявило, что в среду вело бои у деревни Пески в Донецкой области. Украинские власти заявили, что столкновения за последние сутки стали самыми серьезными с момента заключения в феврале Минских соглашений. Материал моего коллеги Александра Касаткина. Это видео опубликовали бойцы украинского добровольческого батальона «Днепр-1» МВД Украины. По их данным, у деревни Пески Донецкой области они несколько раз вступали в бой на линии разграничения. По словам одного из бойцов Днепр-1, они отражали нападение. На их позиции он был ранен, а осколок снаряда ему вынул из носа сослуживец. Целый день перманентно были боестолкновения. Перли они, что-то им очень хотелось до нас в гости попасть. Сначала они утром где-то было около с 10 до 12, потом было затишье, потом было днем около 4 часов вечера, и потом как стемнело. Отстреливались из всего, чего можно. По данным киевских властей, было обстреляно из артиллерии калибра 152 мм, которая запрещена к использованию Минскими соглашениями, село Кадема Донецкой области. Есть жертвы среди мирного населения. В Киеве также заявили, что за последние сутки позиции военных обстреляли около 90 раз, причем 33 раза из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Погибли 8 военнослужащих. Сепаратисты со своей стороны обвиняют киевских военных в нарушении перемирия. По словам украинских военных, это самые серьезные боестолкновения с момента подписания мирных договоренностей в феврале. Александр Касаткин. Настоящее время. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение в Верховную Раду новый проект поправок в Конституцию об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Согласно этим поправкам, особенности местного самоуправления будут определяться отдельным законом. Полномочия органов местной власти во всех остальных регионах Украины тоже должны увеличиться. Против этого проекта в Раде уже высказались фракции «Самопомощи», «Радикальной партии» и «Батькивщины». Несмотря на это, проект уже передан на рассмотрение в Конституционный суд. Сразу после голосования по этому вопросу в Раде даже состоялась драка между двумя депутатами. Если суд не найдет в проекте противоречия Конституции Украины, то законопроект вновь рассмотрят в Раде.
Петр Порошенко подписал указ о назначении Геннадия Москаля руководителем Закарпатской области. Кроме того, в области появились новые главы местных управлений СБУ и МВД. Из Закарпатья передает наш корреспондент Аскольд Серко. Сигаретная контрабанда разожгла на Закарпатье войну. Теперь украинские власти намерены взять ситуацию под свой контроль. Сьогодні мною був представлений новий голова обласної державної адміністрації Закарпатської області Геннадій Геннадійович Москаль. Прошу сідати. Задача у Москаля серьезная. Ему предстоит сломать отлаженную десятилетиями систему. С подобными задачами он уже сталкивался, начиная с Крыма. Тогда, в 1997-м, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Геннадий Москаль возглавил наступление на многочисленные крымские организованные преступные группировки. Контрабанда сигарет не единственная проблема, которую придется решить новым властям. Незаконная вырубка леса и незаконная добыча и контрабанда янтаря также станут приоритетными направлениями борьбы с организованной преступностью в Закарпатье. В Мукачевском погранотряде Порошенко встал и потребовал нож. Янтаря здесь на 4,5 миллиона гривен. Как раз столько стоит БТР, который совсем не был бы лишним на Восточном фронте. Президент пообещал БТР купить. Аскольд Серко, настоящее время, из Закарпатья. На вооружение украинских войск поступили летающие танки. Так десантники называют модернизированный советский танк Т-80, который украинские специалисты превратили в современную боевую машину. С подробностями Ольга Калиниченко. К отправке в зону АТО готова первая партия модернизованных танков Т-80. Машины расконсервировали после 30-летнего сна в рамках усиления боевой мощи украинской армии. Их готовят к отправке в зоне АТО наряду с новой техникой. При этом, уверяют в Укроборонпроме, модернизированные танки ничем ей не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят. Сейчас в зоне конфликта украинская армия использует танки Т-62 и Т-72. Кстати, таким же танком пользуется и противник. Военные уверяют, что Т-80 станет неприятным сюрпризом для врага. Практически все системы, которые в них есть, они подлежат или замене, или ремонту. В частности, мы полностью меняем все резинотехнические изделия, все дюриты и практически всю проводку на этих машинах. Также меняется двигатель. Основная модернизация танка Т-80 состоит в том, что на него устанавливается динамическая защита, которая позволяет противостоять даже кумулятивному заряду врага. Это стало возможным благодаря дополнительному бронированному листу. Также увеличена мощь и маневренность танка за счет вертолетного двигателя. Все комплектующие украинского производства. Некоторые системы новые, часть снята с пострадавших танков в бою, а некоторые детали переставили с машин, покоящихся на танковом кладбище. Заказ намного больше, но количество государственного заказа засекречено. Сегодня мы должны были по графику поставить 4 единицы, а поставляем 8. Модернизированный танк сразу передают в руки экипажу, который будет его эксплуатировать. Опробовав новинку, бойцы уверяют, таких машин в зоне АТО очень не хватало. Сделали машину на совесть. Она тише, маневренность лучше. Он выигрывает во всем. Танка лучше пока еще нет. Ну, кроме оплот. Как только все отремонтированные машины пройдут 100-километровую обкатку и 2 контрольных выстрела, экипажи отправятся на новой машине в зону АТО. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев. В настоящее время Харьков. Родственники пассажиров малайзийского «Боинга», разбившегося год назад на востоке Украины, требуют от Игоря Гиркина, более известного как Стрелков, почти $1 миллиард компенсации в американском суде. Истцы утверждают, что Гиркин, в то время называвший себя министром обороны самопровозглашенной ДНР, руководил всеми военными операциями на востоке Украины. И он же несет ответственность за падение самолета и гибель 298 человек. Предварительное расследование установило, что «Боинг» был сбит ракетой «Земля-воздух» по одной из версий с территории, находившейся под контролем сепаратистов. Адвокат родственников погибших надеется, что им удастся добиться от России взаимодействия с Международным трибуналом по делу о крушении самолета. Сам Гиркин не воспринимает иск всерьез и отказывается комментировать информацию о крушении лайнера. Напомним, завтра, 17 июля, годовщина катастрофы малайзийского «Боинга». В настоящее время готовит подробный материал с анализом всех версий падений самолета. Тему Украины продолжат мои коллеги из Вашингтона. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Катя. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд находится с очередным визитом в Киеве. Это активно обсуждается в социальных сетях. Сегодня она вместе с послом Джеффри Пайтом посетила Верховную Раду, где проводилось голосование по поводу пакета реформ и закона, позволяющего вносить поправки к Конституции Украины о децентрализации.
Накануне голосования, где закон одобрили 288 депутатов, Нуланд в частности заявила, что для соответствия международным демократическим стандартам Украина должна сломать старую олигархическую систему. Напомню, что США поддерживает реализацию Минских соглашений, где прописана реформа по децентрализации. Президент Украины Петр Порошенко при этом подчеркнул, что проект изменений в Конституции не предусматривает особого статуса Донбасса. Американские власти заявляют, что соглашение с Ираном по ядерной тематике не означает нормализации отношений между странами и что дальнейшие контакты с Тегераном будут ограниченными. Об этом сообщил в частности сам президент Обама. При этом в следующие несколько недель представителям администрации придется провести немало времени на Капитолийском холме в попытках убедить Конгресс, что другой возможности заключить сделку с Ираном могло не быть. Когда президент Обама вышел к журналистам, он был настроен обороняться и отражать нападки со всех сторон из-за соглашения с Ираном, которое он называет историческим. С помощью соглашения мы можем мирно решить вопрос большой угрозы в сфере региональной и международной безопасности. Без этого соглашения мы рискуем получить еще больше войн на Ближнем Востоке. Соглашение направлено на ограничение иранской ядерной программы и отрезает Ирану пути к созданию ядерного оружия. Однако критики заявляют, что ограничение программы недостаточно для того, чтобы в итоге помешать Ирану создать атомную бомбу. Это лишь приостановит Иран в стремлении обладать ядерным оружием, при том, что изначальным намерением было не дать им такой возможности. Теперь это просто вопрос времени. В оппозиции оказались и некоторые члены Демократической партии. Кроме того, нелегкие вопросы задают журналисты. Обама резко отреагировал на слова корреспондента, который спросил, доволен ли он тем, с какой помпой подается соглашение, при том, что Иран по-прежнему удерживает в качестве заключенных 4 американцев. Замечание о том, что я доволен и ликую в то время, когда американские граждане томятся в иранских тюрьмах, мейджор, это чепуха, и вы должны это понимать. Обама заявляет, что Иран, несомненно, и дальше будет вызовом для США, но надеется убедить американцев в том, что это соглашение лучше, чем никакого соглашения вообще. Советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс дала понять, что в результате ядерного соглашения с Тегераном часть иранских запасов обогащенного урана может быть вывезена в третью страну, скорее всего, в Россию. И, кстати, о России. Президент Обама позвонил в среду Владимиру Путину, чтобы поблагодарить его за участие в достижении договоренности по Ирану. Белый дом сообщил, что Обама и Путин согласились работать в тесном контакте в период реализации соглашения с Ираном, а также сотрудничать в деле снижения напряженности на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии. Ядерная сделка с Ираном обсуждается повсеместно. О том, какие экономические последствия она будет иметь для Южного Кавказа, мы спросили Пола Стронски, старшего научного сотрудника фонда Карнеги. С ним беседовал Арман Таржеманян. Я думаю, это будет позитивным для Грузии. С экономической точки зрения, это открывает еще один торговый путь. И, думаю, также приведет к улучшению отношений между Грузией и Арменией. Что касается Азербайджана, думаю, правительство Азербайджана сейчас немного нервничает. Учитывая влияние этнических азербайджанцев в Иране, всегда присутствует межкультурная напряженность, недоверие, которое нельзя недооценивать. С одной стороны, торговые пути, от открытия которых выиграет Армения, от этого выиграет и Азербайджан. Но в том, что касается транскаспийского газопровода для доставки газа из Центральной Азии, проще переправить его через Иран. И это может негативно отразиться на Азербайджане в долгосрочной перспективе. Как, впрочем, и то, что возвращение Ирана на сырьевой рынок понизит цены на нефть и еще больше ударит по экономике Азербайджана, которая и так пострадала от понижения цен на нефть. Ну и, кстати, в СМИ в последнее время активно обсуждаются слухи о возможных поставках российских ракет «Искандер» Армении. Комментарий Пола Стронски. Если заявления по этому поводу правдивы, эти переговоры продолжаются уже некоторое время, и их целью является сохранение паритета между сторонами. И с определенной точки зрения это может помочь предотвратить эскалацию кризиса. Однако слив этой информации, я думаю, был стратегическим ходом, вызванным имиджевой проблемой России. Если эти переговоры действительно продолжались некоторое время, не было смысла обнародовать эту информацию в последние 2 недели, если бы речь не шла о проблеме имиджа России в Армении. Сегодня большинство социологов и политологов не оспаривает тот факт, что общественное мнение в разных странах – это реальная сила, влияющая на государственную политику. К тому же мнение публики постоянно меняется, что требует от государственных лидеров политической гибкости. Особенно в том, что касается применения военной силы для решения международных конфликтов. Как формируется общественное одобрение военных действий и что за этим стоит? Об этом в репортаже Вадима Оленичева. Социологам давно известно, что мнение широкой публики может существовать как в единстве с политикой правительства, так и в оппозиции к нему.
Например, европейским лидерам обычно приходится приложить напряженные усилия, чтобы убедить жителей Евросоюза в необходимости начать военные действия где-нибудь за рубежом. Часть экспертов объясняет это трагическим опытом 2 мировых войн, которые пришлось пережить европейским народам. Традиционно европейцы выступают против войны и резко негативно относятся к кампаниям, в которых счет жертв идет на тысячи. В отличие от стран Европы, общественность США намного более склонна одобрить начало войны. Американцы более сдержанно относятся и к тому, что война может быть затяжной. Резкий рост антивоенных настроений был отмечен в Америке разве что, пожалуй, в ходе Вьетнамской войны, когда число потерь армии США достигло 60 тысяч человек. Идеологически американцы сильнее тяготеют к более агрессивному правому крылу, чем европейцы. В том же, что касается одобрения войны, жители США намного правее европейцев. Соответственно, более широкая реакция американского общества на глобальные угрозы сильнее трансформирует общественное мнение на Западе в целом. Политологи прослеживают здесь следующую специфику. Европейские граждане более склонны одобрить начало войны, если она преподается им как общее усилие союзников в рамках НАТО. В Америке, наоборот, с предубеждением относятся к трансатлантическим проектам и предпочитают те компании, где ярко выражены интересы сугубо Соединенных Штатов. Ярким примером тому, отмечают эксперты, является отношение западной общественности к России. Многие американцы одобряют активные шаги НАТО, направленные на сдерживание территориальных амбиций Кремля. В то же время население европейских держав опасается войны на континенте. Оно воспринимает Россию как евразийское государство, которое следует рассматривать в контексте региональных проблем. Возможно ли заручиться поддержкой большинства жителей на Западе относительно какой-либо военной акции против России? Я в этом очень сомневаюсь. Так, европейцы сильно расходятся во мнении даже по поводу возможных поставок вооружений Украине, чтобы она могла противостоять России. Мы видим, что даже среди европейцев существует много разногласий, и они не очень-то хотят предпринимать в этом направлении новые шаги. Вот почему лидерам западной коалиции перед началом любой крупной военной кампании приходится сперва запускать механизмы влияния на мнение общества. Ведь глазу народа следует не только прислушиваться, его можно и формировать. А без того, чтобы заручиться поддержкой населения, невозможно выработать общий план действий. Независимо от того, какими будут договоренности между США и Евросоюзом, сейчас уже ясно одно. Кризисы в Украине, Северной Африке и на Ближнем Востоке вновь сделали существование НАТО для западных государств абсолютно необходимым. Теперь их задача добиться того, чтобы Североатлантический альянс соответствовал требованиям времени. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Коллеги в Праге, эфир снова ваш. Катя? Россия после многолетнего перерыва вновь наращивает свое военное присутствие в странах Центральной Азии. Кыргызстан на глазах превращается в форпост российской армии в регионе. О жизни секретной военно-морской базы в репортаже Жибек Бегалиевой. Километры колючей проволоки и ни души вокруг. Это секретная база военно-морского флота России на Иссык-Куле. Мало кто из кыргызстанцев был по ту сторону ограды. А если был, то давал подписку о неразглашении. Военные секреты Я тут родился, вырос, никогда там не был. Многие сельчане побывали там впервые в этом году, когда 9 мая там провели большой военный парад. Везде загорожено. Где раньше купались, там все закрыто. База противолодочного вооружения «Каракол» предназначена для проведения испытаний морского подводного вооружения. Снимать и даже фотографировать объект нельзя. Въезд на базу перекрыт бетонными шлагбаумами. У входа настоящий дзот с отверстиями для пулемета. А вот, собственно, и сам испытательный полигон для торпед. Глубина в некоторых местах достигает 400 метров. Вода соленая, прозрачная. Поэтому условия испытаний максимально приближены к тем, что были бы где-нибудь, скажем, в открытом море. Кроме всего прочего, здесь испытывали легендарный «Шквал», торпеды, от которых не может увернуться ни один надводный корабль. Какие еще опыты здесь ведутся, никто, кроме моряков, не знает. У этой базы есть и другое назначение. Там начали испытывать на этой базе после 90-го года. До этого там не испытывали. Там только другие разработки вели специальные. Как бы то ни было, в этом году российские военные в республике заметно активизировались. Впервые 9 мая ВМФ России провел на Иссык-Куле масштабный парад, или по-другому демонстрацию флага. На военно-морском языке это означает, что Кремль как бы показывает свои лидерские притязания в регионе. Хоть Иссык-Куле и внутреннее Кыргызское озеро, но все же флотилия. При этом деятельность базы власти обеих стран не комментируют. Поэтому вот уже который год экологи не могут получить ответ, насколько запуски торпед влияют на окружающую среду. Без разницы, все равно боевая начинка или не боевая, она все равно несет какую-то угрозу. Это же все-таки торпеда
Это же оружие. По словам бывшего заместителя директора завода по выпуску торпед, за много лет испытаний в озере были потеряны сотни снарядов. Они лежат там на дне Иссык-Куля. Тем временем жители окрестных сел относятся к присутствию военных спокойно. Однако отдельные из них все же продолжают беспокоиться. Я хочу, чтобы приехали, посмотрели все, вот экологи. Страшно уже, потому что детей отпускать. У нас озеро уже начинается уже все глубже, глубже. Как-то она раньше была не очень, а сейчас уже с каждым годом у нас озеро уже вот это поднимается. Через 2 года Иссык-Кульская база станет частью объединенной группировки. В нее войдут 4 военных объекта. Таким образом, в скором будущем Кремль будет иметь в Кыргызстане одно из крупнейших военных формирований в регионе. Джубек Бегалиева, Азат Интымаков. Для настоящего времени из Кыргызстана. В Челябинске преподаватель истории предложил своим ученикам написать доносы. Объекты для жалоб подростки могли выбирать сами. И лишь один ученик отказался от выполнения этого задания. Эксперимент проходил в рамках лекции по истории СССР времен Иосифа Сталина. Корреспондент «Настоящего времени» Екатерина Пономарева встретилась с педагогом-экспериментатором. Он тот самый педагог, который учит писать доносы. 32-летний Александр Фокин – доцент Челябинского государственного университета. Теперь он еще, пожалуй, самый скандально известный педагог России. И в этом плане, собственно, это было задание на понимание эпохи, логики, языка того периода. Это был факультатив по истории для абитуриентов, учеников 10-11 классов. Такой эксперимент в своей практике Александр проводил впервые. Результаты учебного доносительства он и выложил в сеть. Один ученик отказался, один донес на учителя. Остальные 14 заложили друзей и соседей. У кого-то, видно, там какой-то знакомый изучает немецкий язык, он говорит, что у моего знакомого есть книги на немецком языке, поэтому, возможно, он там немецкий шпион. Всеобщего осуждения таких методов обучения Александр не понимает. Никаких жалоб от родителей или начальства он не получал. Ученики очень, на самом деле, скажу, что они адекватнее большинства взрослых, как показалось, восприняли эти. Для них это была такая игра, они поняли, зачем это нужно было, какую цель это преследовало. Руководство вуза, где работает Александр, никаких ни публичных, ни личных оценок его эксперименту не делало. Коллеги-историки на неофициальном педсовете немного пожурили, и только. Определенную критику со стороны коллег в плане именно методического подхода, может быть, формулировки задания, каких-то таких тонкостей, я учитываю, что этот такой эксперимент, он может быть не идеальный, именно педагогический, а что надо это задание, может быть, доработать, сделать его, может быть, более корректным и так далее, чтобы оно не вызывало такой реакции. Так что от таких экспериментов в своей будущей практике Александр отказываться не намерен. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Время передавать слово коллегам в Вашингтон. Наташа, эфир ваш. Сегодня Барак Обама стал первым действующим американским президентом, который посетил федеральную тюрьму в штате Оклахома. Обама призывает реформировать американскую пенитенциарную систему, в частности, пересмотреть порядок одиночного заключения, вопрос лишения бывших заключенных права голосовать на выборах и создание более эффективных реабилитационных программ. Наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая побывала в одном реабилитационном центре для бывших заключенных. В этом роскошном особняке в западном Гарлеме судьбы у людей совсем не роскошные. Здесь проживают бывшие заключенные. Некоторые из них провели в тюрьме большую часть своей жизни. Здесь им помогают вернуться в общество. НКО «Общество удачи» предоставляет 62 койки для бездомных бывших заключенных. Здесь они приспосабливаются к жизни на свободе. Сегодня у них особое событие. Им показывают новый фильм про тюрьму. Вернее, про один психологический эксперимент. Фильм «Стэнфордский тюремный эксперимент» выходит на экраны в Нью-Йорке в пятницу. В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо провел эксперимент по изучению психологии заключения и адаптации человека к неограниченной власти. 24 студента разделились на заключенных и надзирателей. Тюрьма была не настоящая, но участники быстро вжились в свои роли. Надзиратели вели себя как садисты и пытались сломать заключенных. А заключенные реально оказались на грани нервного срыва. Эксперимент пришлось прекратить раньше времени. А вам вообще не кажется, что ваша работа похожа на работу доктора Менгеле? Я нахожу ваше замечание оскорбительным. Вы вообще знаете, что Менгеле делал? Он отправлял евреев в газовые камеры. В фильме доктора Зимбардо играет актер Билли Крудап.
А в Нью-Йорке к бывшим заключенным пришел настоящий доктор Зимбарда. На него тогда, в 1971 году, его собственный эксперимент тоже сильно подействовал. Во время эксперимента я постепенно стал думать как директор тюрьмы. То есть для меня надзиратели и тюрьма были важнее, чем заключенные. Когда я видел, как страдают эти мальчики, я не думал об их эмоциональном состоянии. Режиссер фильма Кайл Патрик Альварес рассказывает, что киносценарий тюремного эксперимента циркулировал в Голливуде уже какое-то время, когда он обратил на него внимание. Мало кто знает, что такое для человека быть в тюрьме. Я хотел, чтобы мой фильм провоцировал такие дискуссии, как сегодня, чтобы он вызывал в людях сострадание. Некоторые зрители узнавали то, что видели на экране. Другие считали, что кино искажает реальность. Я провел в тюрьме большую часть своей жизни. Почти все участники вашего фильма белые, а в тюрьме большинство чернокожие. Когда выходишь из тюрьмы, забываешь о том, что там с тобой происходило. Но после фильма опять все вернулось. У меня был комок в горле. Я вспомнил, как надзиратели нас ночью выгоняли в коридор в нижнем белье, заставляли испражняться в ведро. В американских тюрьмах содержится 2 миллиона человек. Большинство – расовые меньшинства. Длительное одиночное заключение применяется повсеместно, хотя оно признано разновидностью пытки в других странах. Многие считают, что вместо того, чтобы реабилитировать, американские тюрьмы наказывают и разрушают личность. Цель моих новых исследований – отказаться от старых моделей власти, которые направлены на подавление, и использовать власть для создания гуманных институтов в обществе. Общество удачи – такая новая модель. К бывшим заключенным здесь относятся как к людям, а не как к преступникам. А они в ответ ведут себя как люди. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. И о красивом. В Национальной портретной галерее Лондона открылась выставка под названием «Одри Хепберн. Портреты иконы». Это коллекция фотографий американской актрисы. Иконы стиля ранее никогда не выставлялась на публике. С подробностями Дарья Кутковая. Экспозиция охватывает почти всю жизнь Хепберн, сиявшей на экране и обложках журналов моды в 50-е и 60-е годы прошлого века. Здесь она та самая прекрасная, но неизвестная леди. В коллекции 70 редких фотографий, еще не выставлявшихся в Великобритании, 30 принадлежат ее сыновьям – Шону Хепберн Ферреру и Люку Дотти. Куратор выставки Хелен Трампетеллер рассказала об истории ее организации. В этой экспозиции мы постарались соблюсти баланс между популярными и растиражированными портретами Одри и редкими фотографиями, неизвестными публике. Лучшие роли Одри Хепберн пришлись на 50-е и 60-е годы. В 1954-м она стала первой актрисой, награжденной одновременно Оскаром, Золотым глобусом и наградой Британской академии кино и телевизионных искусств за ее роль в фильме «Римские каникулы». Ее самые знаменитые роли остались на фотографиях. Вот это, сделанное во время съемок «Завтрак у Тиффани», стало впоследствии визитной карточкой Одри Хепберн. Фотограф Хоуэлл Конант был одним из главных фотохудожников, привлеченных к работе над фильмом. Его наблюдения за Одри, запечатленные на этих снимках, стали не только важными документальными свидетельствами о процессе съемок, но и тем самым портретом Одри в платье Живанши, отразившим шик и утонченность моды 60-х. Работать с Одри Хепберн хотели не только киностудии. Модельеры, фотографы, редакторы журналов мод соперничали за ее согласие принять участие в их проектах. Многие из этих снимков не попали бы на выставку, если бы не поддержка, оказанная фондом Одри Хепберн, в частности, ее сыновей Люка Дотти и Шона Хепберн Феррера. Одним из секретов успеха актрисы была ее скромность и высокие требования к себе, считает сын. Она была уверена в том, что образование, которое она получила в раннем детстве, от ее матери, семьи, и то, что она увидела до и во время войны, сформировало ее. И когда пришла волна успеха, она не стала ей поддаваться и все время повторяла себе: «Я должна остаться собой». С 1988 года до самой смерти в 1993 году Одри Хепберн была послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 1992 Хепберн была награждена медалью свободы за ее вклад в искусство и благотворительность. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.